Друзья, перед началом ролика хочу вас познакомить с каналом «Быстро, вкусно» от Хадижи. Хадижа моя землячка-ингушка, она мама 7 детей. На своем канале она делится всевозможными рецептами выпечки и других блюд. Переходите на ее канал, ссылка на ее будет в описании и в закрепленном комментарии. Друзья, добрый день, Давид Халшин. Смотрите, пришла к своим перепелятам налить водички. Специально не взяла его. Они уже выросли. Вы же помните, что я совсем недавно показывала, как они у меня вывелись. И они уже начали нестись. Смотрите, какое маленькое яичко первое. Ну вот, выросли. Это очень быстро растущая птичка, но я не умею за ними правильно ухаживать, если честно, не знаю. И полазить в интернете, посмотреть тоже как-то времени не хватает. Ну, надо будет, наверное, раз они у меня есть, жалко их. Их надо как-то и отсаживать, и рассаживать, чтобы девочек и мальчиков было какое-то там соотношение, наверное. Ну, я не знаю. Посмотрим. Ну вот. Вообще-то им бы хорошо была бы своя, ну, для них уже нету. Те три отсека, они у меня, конечно, в этом специальных своих этих клетках. Там у них тоже можно было бы сделать ниппельные поилки, но я не знаю, как это делается тоже. Что не делала, то не делала. Так, ну вот этот у нас мальчик. И это мальчик. Вот он, еще один там мальчик. Вот белых и вот этих вот светленьких, я не знаю, который из них мальчик, который из них девочка. Вообще-то даже и не взвешивала. У меня сын обычно их взвешивал, смотрел, сколько они растут, как они что делают. Я даже не знаю. Наверное, вот это мальчик. Или мальчик, или девочка. Потому что, вот видите, у некоторых головки вот такие вот светлые, а у некоторых головки темные. Может, по этим можно их различить. Я точно не знаю, но поспрашиваю. Я его сегодня спрашивала, можно их подсадить к тем, к большим, не знаю, нежелательно бы. Но я не знаю, как их тут содержать. Вот так вот, друзья. Ну, по ходу посмотрим. Может, вы мне кто-нибудь посоветуете, что да как. Много же на каналах, много же вот людей тоже разводят этих перепелок. Просто у меня просто искать в интернете, в ютубе просто нет времени пока, если честно, что да как с ними надо делать. Вот так, друзья. Пошла я дальше. Так, приехала ко мне снова внучка. Смотрите, какая у меня внучка хозяйственная. Будет кормить птицу. Что, бабушка, смотрите, кладовки. Смотрите, как одела коровки. Посмотрите, залезла в кладовку, вся вымерлась в этой форме. Хаял, Аиша, Иди угза, Хаял. Пацаночки. Ладно, сейчас буду кормить своих гусей, слишком шумно. Дорогие мои, сегодня я хочу сделать кукурузный хлеб, можно так сказать, по-ингушски сыскал, чурек, как хотите, так и называйте. Так, для этого нам нужно килограмм кукурузной муки, просеянной уже. У меня сегодня желтая, можно и с белой. Значит, литр молока, столовая ложка топленого масла, столовая ложка растительного масла, 3 яйца, пол ложки чайной соды и ложка чайная соли. И теперь вот начнем. Так, значит, сделаем вот такую ломку. Все равно перемешиваем. Нальем молока. Значит, 3 яйца. Столовая ложка, как я сказала, топленого масла. И
растительного масла. Конечно, наши мамы этот сыскал делали не так. И я его делаю не так, если честно. Мы не очень любим именно вот в таком виде. Но я знаю, что тот сыскал, который делаем мы, в принципе, не любят уже. Потому что он получается слишком крепкий. А это уже бывает мягкий. Меня очень любят сыновья. Кукурузный хлеб, можно сказать, этот сыскал. И частенько просит его сделать. Но вот в таком варианте я его не делаю. Я делаю, как обычно делали мои, ну, как делала, например, моя мама, ну и все мамы наши. Просто этот сыскал получается крепким, а этот нет. Мои мальчики именно этот сыскал едят с молоком. Крошат его в кипяченое молоко и как кашу едят. Я все-таки сегодня решила сделать мягкий, но как-нибудь покажу и крепкий, который делается, как делали наши мамы. И вот все, теперь надо все это тщательно перемешать. И вот до моей брашки. Он поснимал бы меня. Так, ну вот такую вот форму я смазала маслом. И теперь буду перекладывать сюда вот наш сыскал. И вот так вот утрамбовывать его хорошенечко. Раньше не делали в духовке, но этот я сделаю в духовке. Раньше, конечно, у наших мам и духовок не было. Ну, у мам, может быть, еще и были, но у маминых мам, конечно, их не было. Ну, все вот. Теперь поставим в духовку. Духовку нужно, конечно, заблаговременно разогреть. Так. Духовка у меня уже горячая. И на средний огонь в духовку. По ходу посмотрим, через какое время он у нас испекется. И вот, друзья, уже 40 минут прошло, но за это время у меня духовка, друзья, не очень-то хорошо печет сверху, и мне пришлось перевернуть мой сыскал. И вот видите, какой он. Но если у вас духовка хорошая, то он зажарится и так. Но мне пришлось немножечко перевернуть. И смотрите, вот, ничего не прилипло. Ай-яй, мамочки, горячий. Вот. Вот такой вот получился у меня сыскал. Очень аппетитный, вкусный. И Брашка обрадуется. И мои полотенчика от Юлечки, которые мне прислала в подарок, очень пригождаются. Юлечка, если ты меня смотришь, ты, по-моему, меня смотришь. Большое тебе спасибо за подарок. Друзья, я еще раз поставлю ссылку на инстаграм Юли, которая занимается продажей текстиля. У нее очень много вещей. Для себя я пока вот на кухне пользуюсь вот такими вот полотенчиками кухонными. Очень удобно. И у нее есть очень много, друзья, других вещей.
Постельное белье тоже очень моя дочка довольна. И мне сейчас надо будет заказать у нее, я поэтому и начала, некоторые, ну, небольшие вот такие вот подарочные комплекты для того, чтобы, ну, я говорила, что у меня бывают часто гости, и поэтому приходится что-то дарить. И мне пригодились даже те полотенца. Так, и вот, друзья, я хочу вам показать, с чем у нас едят этот сыскал. Так, масло у меня разогревается, здесь у меня творог, и здесь у меня творог. Вот. Я добавила сюда яйцо, где будет добавляться масло, а здесь просто творог. Чуть-чуть посолила. Сюда я налью, так уже масло разогрелось, я сначала сделаю, значит, кодыш. И вот раскаленное масло мы наливаем в творог. Вот так вот. И вот такое вот получается очень вкусное, очень сытное. Сюда вот макается этот сыскал, забирается с творогом и едят. И с ним еще подходит очень хорошо и свежий зеленый лук, и такой лук можно. Мы, например, любим и такой лук. И картошечку, как я сказала. Но картошку я сегодня не варила, так что ну, я вам просто так скажу. Так, а сюда уже вот добавлю сметанку. Сметана у меня своя, как видите. Сейчас перемешаю. Я люблю со сметанкой, потому что все-таки с топленым маслом для меня бывает слишком жирно. Но и так люблю, но ем поменьше. А вот с сметанкой это прямо очень вкусно. Так, выбрала, нет. Все. Вот так вот. И тоже перемешали. И то же самое. И сейчас я вам покажу еще один способ, как мы едим этот сыскал. Особенно, когда мы начинаем держать уразу в месяц Рамадан. Утром очень на сухур. Бывает практически в основном все делают этот сыскал с молоком и едят на сухур. И поэтому, ну, очень сытное же блюдо, особенно кукурузная мука. И долго не проголодаешься, если есть так вот молоко с нашим сыскалом. Так, вот я вскипятила молоко. И мы сейчас его туда начнем. Это любимое блюдо, особенно моего ребрашки. Вот видите, как он получается. Еще горячий. Ну, конечно, лучше в молоко уже остывший накрошить. Но я все равно вот накрошу вот так вот. Вместе с корочкой, вместе со всем. И немножко постоит, минут 5-10. Ну, вы скажете, не лучше ли сделать кашу из кукурузной муки. Я пробовала, чтобы мальчики именно, может быть, кашу будете, может, кашу я приготовлю, не буду делать сыскал. Какая разница? Нет, все равно вкус, друзья, не тот. Не хотят они вот именно вот, чтобы в молоко закинуть вот так вот сыскал. Это действительно очень вкусно, очень питательно. И долго не хочется есть после этого. И в месяц Рамадан, как я сказала, в основном у нас на сухур едят вот это вот. И очень-очень даже вкусно. И мой муж тоже очень любил именно вот в таком виде сыскал с молоком. Ну, вот так вот, друзья. На этом я закончу, как говорится. Дальше, не знаю, буду еще чем-то заниматься, наверное, конечно. Дальше посмотрим. Попробуйте, друзья, это очень вкусно. Попробуйте, ради интереса попробуйте. Ну, я вам еще несколько таких вариантов покажу чуть-чуть попозже, потом. Ну, это потом. Ну, вот как-то так, друзья. Кто зашел ко мне недавно, вам большое спасибо, моим новым подписчикам. Огромное вам спасибо и за комментарии, и за приятные слова.
У меня очень много подписчиков новых появилось в течение этих 2 дней. Вчера, друзья, ничего не снимала, ничего не закидывала. Ну, как-то было, не знаю, что-то на меня нашло, не знаю что. Было не по себе, и по дому ничего не делала. Ну, у меня был такой творческий кризис, можно сказать. Ничего не делала, ничего не снимала. Не просила сына что-то снять, но он тоже, не знаю, что-то там снял. Но не смог нормально тоже снять, что-то сделать. Вы меня извините, конечно. Ну вот как-то так, друзья. И еще раз повторюсь, большое спасибо и новым подписчикам, и моим старым подписчикам. Вы практически, не знаю, вы меня считаете или нет, но вас я уже считаю своей семьей. И мне приятно, что вы пишете и приятные слова. Мне приятно, что вы что-то советуете. Я придерживаюсь, буду придерживаться, стараться, по крайней мере, придерживаться ваших советов. Ну вот как-то так, друзья. Приходите к нам на сыскал, как говорится.